в нашем обращении к общественной палате было проведено несколько встреч с общественностью, с представителями гражданского сектора, с научной интеллигенцией, творческой интеллигенцией. На сегодня планировалось на утро провести такую результирующую встречу общую для подведения итогов. Но, к сожалению, формат этой встречи был ограничен. В частности, там не было доступа к ряду журналистских агентств, было ограничено по количеству участников. Ну и кроме того, по техническим объективным причинам эта встреча просто сегодня не состоялась. Поэтому мы решили, что мы проведем ее самостоятельно, пригласим все заинтересованные лица, людей, которые не безразличны этой тематике, которые считают, что это надо обсуждать и преподносить обществу так, как мы считаем нужным, а не так, как преподносит это представители власти, внешнеполитического ведомства, аппарата президента и так далее. У нас будет такая свободная дискуссия, свободный разговор. Пожалуйста, высказывайте свои точки зрения. Многие из вас уже говорили, выступали в СМИ, давали интервью. Мне кажется, это важные вещи, которые надо обсудить. И, возможно, мы примем не резолюцию, но, может, какой-то результирующий документ нашего сегодняшнего собрания. Я вот что хотел спросить. Слушайте, вот среди нас сидят ученые историки, Уран, Руслан. Может быть, вот такое где-то было в нашей истории. Вот, мне кажется, что вот этот законопроект, он нарушает фундаментальные конституционные права граждан Абхазии. Мне так кажется. Потому что он инициирует действия, юридические процедуры, которые делят людей на категории, там, имеющие доступ к чему-то, не имеющие доступ, имеющие ограниченный доступ. Но, честно говоря, никаких таких фокусов в нашей Конституции я никогда не наблюдал. Может быть, в нашей истории такое что-то было? Вот я хочу, чтобы вы прокомментировали из такого исторического, что ли, аспекта. Спасибо. Вот, там, упомянул о влиянии грузинских политических кругов. Я такой анекдотичный случай вспомнил из нашей недавней действительности. Я не знаю, это правда или нет, но похоже на то, что это правда. Когда в Грузии в первом чтении приняли закон об иностранных агентах, там разразились бурные дебаты в обществе, в парламенте, и в правительстве и так далее, и так далее. Ну, я так слышу, не знаю, сколько это действительно. Одна из депутатов грузинского парламента сказала: ну, как вы посмели такое принять, посмотрите, абхазцы даже близко к своему парламенту не пропускают этот закон. Как вы после этого будете говорить, что там какая-то оккупированная, это вы оккупированная территория, а не Абхазия? Она сказала, знаете, я слышал, я такую интерпретацию слышал. Да, я слышала дословно, что она сказала. Ну, если не близко, извините. Правильно. Я тебе скажу, что она сказала. Абхазцы, оказывается, свою родину больше любят, чем деньги. Вот это она сказала своим депутатам. Это еще хуже. Да. А наше руководство хочет доказать обратное.